я до конца своей жизни буду предан и оставаться вот этой теме. Я не смогу изменить. В этой мастерской, вот из культурный бюст Климука, он много раз приезжал, позировал. Здравствуйте, я говорю, здравствуйте. А я в космосе. Я говорю, как это ты в космосе? Я обалдел. Великолепная слышимость. Я тоже мечтаю. Сейчас меня тоже очень мучает. Вот, а что там за земной орбитой? Я не знаю, как это произошло, потому что я помню, когда уже война началась, Великая Отечественная война, но мы, пацанва же, нас никто не трогал. Мы, пацанва, ходили в лес, и я видел много и раненых, я видел много и трупов. Я все это видел своими глазами. Поэтому по сегодняшний день все это помнится очень. И что я всегда приносил? Это карандаши, бумага, краска. Вот это я собирал везде. Поэтому было навалом везде. Потом и воинские части оставляли там где-то, и разрушенный поезд, вагоны были. И я все время рисовал. Мне так хотелось до мельчайших деталек все это нарисовать. Я очень любил акварель. И поступал-то ведь я на живописное отделение. А я когда попал в класс, где скульптура была, где увидел объемы, я думаю, боже ты мой, я же мужик. Я должен поднять это на руках, носить. Я больше не вернулся. Как-то я спросил у Ивана Акимовича, это было совсем недавно, кем бы он хотел стать вот в детстве, если вы так возвратите, и мечтал ли он в детстве о другой какой-то профессии. Он говорит, конечно, я хотел очень стать конструктором, вот, изобретателем. Он говорит, ну, знаешь, после войны было много оружия, и мой друг принес винтовку, а я как в молодости, в юности, в детстве мечтал стать конструктором. Я и говорю, слушай, ты вот выстрелишь, а я посмотрю, как пуля быстро летит из ствола. И вот я только хотел глазом заглянуть в ствол винтовки, он нажал раньше времени. И это, конечно, был трагический, мог бы быть случай. Вот, так что после этого у него, наверное, резко охота стать конструктором, изобретателем, так сказать, исчезла. Я когда приехал впервые в жизни в Минск, и вот я уже говорил, это вещмешок отцовский с сухарями, одеяло, деньги, больше ничего не было, и рисунки. Приехал я в оперный театр, а мне вахтер говорит, общежития нет. Если хочешь переночевать, вот тут под столом. А утром просыпаюсь, сухарей нету, денег нету, меня за ночь обворовали. И что я сделал? Сел на поезд, и я уехал. Без денег, зайцем. И через год я снова начал поступать. И мне тогда уже в академии ребята, студенты сказали, говорят, Иван Якимович, мы от тебя все скрывали, мы знаем всю правду, кто тебя воровал. Я говорю, кто? Это наш натурщик. Он тогда был вахтером. Это вахтер. А я лепил его портрет. Вот так, на таком близком расстоянии, и мне поставили 5 за его портрет. И он потом хотел купить у меня этот портрет. Я его не продал. И узнал это спустя много-много времени, вот эту правду. А этот портрет находился у меня в этой мастерской. Я пришел сюда, взял его, взял большой молоток и разбил вдребезги, и выбросил. Я не мог простить за обман, за это, за все. Я очень пережил это все. Мне вельми ганарова было принять запрошение Ивана
Акимовича прийти і попозувати йому як мастаку. Майстер патрабуе, каб я у пэўны час, сеўшы в гэтае крэсла, існаваў па законах скульптуры. Я падпарадковваюся, правільна паварачваю галаву, скора стану падобным на саву. Вось уже я другі месяц не маю права схадзіць у цырульню, таму што той вобраз страціцца. И Иван Акимович про это меня попередил вельми жестко. Я здесь 45 лет. И когда я пришел сюда, я думаю, как я тут буду один? Такое большое здание. А сегодня я же 4 машины мне дали подсобку еще, помещение. 4 машины отсюда работы свои перевезли. Это здание, это настолько старое. Это старинная конюшня. Так что где-то 18 век. Вот эту березку, которая уже большая-большая, это посадил Клювок с Коваленком. А вторая рядом, маленькая, которая тоже стремится. Уже хулиганы верхушку обрезали. Стремится это Олег Новицкий. Посадил. Он очень гостеприимный человек. У него всегда есть люди, притом известные люди. У него постоянно останавливается Петр Ильич Климук, и Владимир Коваленок, и Олег Новицкий. Первый рисунок я сделал. Первый рисунок, это спутник. Нарисовал. И тогда поместил в газету. Сельская газета была такая. Вот оттуда и пошло все. Потом меня пригласили, я часто, так как я работал тогда в художественном музее, часто ездил в Москву, и я уже слышал «Звездный городок», «Звездный городок». Но мечтать попасть туда, это невозможно. Что это закрыто, это все. Ну, так. И потом полет Юрия Алексеевича Гагарина. А я за это время уже очень много собрал фотографий о космонавтах. Я не знал, когда я буду лепить скульптурный портрет Юрия Алексеевича Гагарина. Я не думал даже. И вот, когда я жил в Чижовке когда-то, придя домой поздно вечером, включил приемник, и голос диктора. Сегодня трагически оборвала жизнь первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина. А утром, придя в мастерскую, под звуки траурной музыки, я взял глину, достал фотографии, и в течение дня я сделал скульптурный портрет. Он долго у меня стоял в глине. Потом я его отлил из гипса, и уже спустя какое-то время, потом придя в музей, я увидел огромное количество машин пожарных, дым. В общем, этот пожар, и мы вместе с пожарниками взяли этот багор и начали разбирать это пожарище. И там нашли, он был белого цвета гипс, он стал черный, с обгоревшим носом, бородка так повреждена. Я достал, облитый водой, он бережно поднял и отнес в музей. На первом этаже у меня была такая небольшая мастерская, и он долго стоял там, и я не знал, что с ним делать. Я привез сюда этот портрет. И тут я сделал реставрацию. А потом, когда позвонил мне как-то Николай Чергинец и сказал, говорит, Иван Якимович, приехала Анна Тимофеевна, мать Гагарина. Она посмотрела и сказала, я бы очень хотела, чтобы этот портрет был на родине. Мы его называем даже космический скульптор.
И много переносного, теплого и доброго в этих словосочетаниях они есть. Да, человек, который воплотил тему космоса в скульптурной пластике и очень масштабно это сделал. Это не просто одну-две работы сделал, это огромный пласт и целое направление. Он когда изображает, он изображает не только портрет, он пытается передать дух и мышление этого человека, как он видит его. Если вы посмотрите вот на тех людей, так они не всегда копия портрета. Он пытается духовно передать, вот, понимаете, что не каждому человеку дано видеть, что человеком движет. В этой мастерской вот, и скульптурный бюст Климука, он много раз приезжал, позировал, потому что особенно для больших, и Коваленок тоже приезжал и позировал. Потому что, ну, большинство, я вам скажу, я ездил в Звездный городок. И у меня есть вот уникальный, на сегодняшний день, это уже можно говорить, специально заготовленный для меня такой вот чемодан. Он для меня служил и станком, и в то же время и я груз перевозил. Вот. И мне три штуки таких сделали, 3 чемоданчика. И я возил туда, это мой рабочий материал. Он встречался со всеми космонавтами. Он пытался, многих он уже встречался до этого, но он здесь использовал аудиторию, он с каждым, кто приехал, а было же космонавты с 31 страны. Да много было, кое-кого он знал, кое-кого не знал. Особенно ему нужно было с Китаем, понимаете, космонавты Китая. Звездный городок – это 2-я мастерская. Когда когда начальником центра подготовки был Петр Ильич Климук, я его попросил, говорю, Петр Ильич, ну попроси там ребят, пусть они меня прокрутят в этих центрофугах. Я очень хочу почувствовать, что это такое. Он повел меня, ребята, сказал, ребята, вот этого интеллигента прокрутите это. И, конечно, они меня так прокрутили, что я еще 3 дня оставался в Звездном городке, но я полностью потерял координацию по улице ходить. Меня водило как пьяного влево-вправо. Это удивительные люди, это аккумулятор. И встреча с ними. Встреча, что такое Звездный городок? Это, если ты оттуда, когда возвращаешься к себе сюда, ты совсем другим человеком. Вот какой-то обогащенный. Это вроде бы они такие, как и мы все. Но нет, они совсем не такие. Звонки из космоса, особенно перед первым полетом Олега Новицкого, вот уходя, потом я начал Олега Новицкого лепить перед полетом. И уходя, он сказал, говорит, Иван Никифорович, а я тебе позвоню. Откуда позвоню и как позвоню, я это не придал. И вдруг он говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Это я. Кто я? Олег. Я говорю, так заходи. А я в космосе. Я говорю, как это ты в космосе? Я обалдел. Как это с космоса можно позвонить? Великолепная слышимость. И сейчас вот, когда он готовится к 3-му своему полету, наш разговор был такой, что я говорю, может, я тебе дам пластилин, возьми ты его с собой, попытайся там полепить, а вдруг неожиданно, вдруг к тебе прилетит инопланетянка. Ты возьмешь пластилин, а он говорит, ну я же не скульптор. Я говорю, ты начнешь, а я завершу. Я говорю, сделаем нашу совместную такую работу. Я говорю, ну хорошо, давай попытаемся. Я тоже мечтаю. Сейчас меня тоже очень мучает. Вот, а что там за земной орбитой? Иван Якимович уникальный вообще художник и человек. Как-то несколько лет назад он приобрел себе магнитофон, приемник, кучу дисков разной музыки, от академической и такой, знаете, доступной, эстрадной, оркестровой, ну, такой классической оркестровой музыки эстрадной, которая популярна. И говорит, мне это помогает в работе.
Вот он работает над скульптурой, и музыка ему очень помогает. Когда-то я мечтал вот там, на этой улице Космонавтов, поставить памятник матерям космонавтов. И мы разработали этот проект еще с архитектором Левиным. Но тогда и денег не было. Ну, практически не получилось ничего. И я ждал этого момента, что будет конгресс. И вот с этой идеей я тогда, когда уже знал, когда будет конгресс, я разработал проект и думаю, что любыми путями, потому что это моя тема, за которой я буквально уже должен отстоять ее, я все же добился этого. Денег нету, спонсора нету. Я говорю, если так, я отказываюсь от авторского гонорара. Когда открывали стелу для улицы Космонавтов, он говорит, тут надо посадить деревья. Ну и все же посадили деревья под его настоянием, хотя были не все согласны. Второе, вот надо тут еще сделать кафе или ресторан «Космос». Вот его еще идея. Он сразу городские власти интересует. То есть он человек мышления не сегодняшнего дня и не только за деньги, а он творческий человек. Несмотря на возраст, он активен, подвижен и полон идей и замыслов. Разумный такий чоловік і розумні бесіди любить, каб з ним поговорили про мистецтво, там, про Родена, про там, Шадра, про яшчэ кого одразу не могу нават успомніць, калі я присутнічу. Я сяжу так у баку і толькі так вушы натапыру і слухаю, а ён вядзе гаворку так. Пожодина, когда вот объявили конкурс, тогда было где-то 12 проектов. И когда мы стали победителем вот этого конкурса, но когда с Москвы приехала большая комиссия, и они увидели это композиционное решение, потому что дорога, у самой к дороге привязана композиционная вот эта скульптурная композиция. Что такое дорога? Москва-Брест. По ней прошла война. Она сама по себе памятник. Мать провожает на работу, на войну, на другие события от дома. Мать провожает куда? На дорогу. Мать встречает у дороги. Он же прекрасный портретист, независимо от темы космоса. Им создана огромная галерея представителей Беларуси, не только Беларуси. Это и спортсмены, это люди культуры, науки, просто интересные, красивые лица. И все эти работы демонстрируют высочайшее профессиональное качество, академизм, уверенность. Но самое главное – это убедительные характеры. Можно владеть разными методами и принципами и знать хорошо анатомию, но образ получается невыразительный. А у него самое главное, что эти образы очень понятные, ясные. Памятник Горькому – это после того, когда уже мы получили государственную премию. Нам просто тогда поручили подумать и разработать проект памятника Максиму Горькому для парка Горького. И вот интересный случай такой. Когда же уже памятник установили, открытие прошло, ну и тут вопрос задавали. Ну почему такая длинная скамейка? Ну, можно было покороче сделать. И разговор такой. Ну а рядом же союз писателей. А вдруг кто-то из союза писателей пожелает прийти к Максиму Горькому, сесть на эту скамейку, посоветоваться с Максимом Горьким, пообщаться, диалог. Я вам скажу, за это время что-то никто не пришел, никто не сидел. Ну, сейчас невероятно, почему дети так облюбовали этот памятник. С Иваном Якимовичем я познакомилась в 70-е годы.
после Олимпийских игр 1972 года Иван Акимович пригласил меня в мастерскую для того, чтобы сделать небольшую скульптурку. Дочка очень подружилась с Иваном Акимовичем, потому что он очаровал и ее, и в это время, когда она была маленькая еще, перед тем, как делать какую-то скульптуру, он делает очень много фотографий. И она заинтересовалась фотографией. И вот Иван Акимович учил дочку, как необходимо фотографировать, какие находить ракурсы. С тех пор она увлеклась и фотографией. Но я всегда сожалела, что жалко, что ты лепкой не увлеклась. У тебя был бы такой замечательный педагог. И он любит фотографию, любит. И была выстава, я памятаю, здесь у музея сучасного мистецтва на Якуба Колоса. Там была выстава его портретов, галерея целая была там. Приехал Петр Ильич Климук, посмотрел в зеркало, поправил прическу и говорит: Иван Акимович, у меня есть уникальный фломастер, можно даже им под водой расписываться. Я говорю: так это же уникально. Вот давай-ка я сейчас оставлю автограф, а кто к тебе приедет с космонавтом, пусть он тоже оставит автограф. Вот оттуда и пошло начало. Я никому не доверяю, и уборщице никому, я сам под лупой все это ухаживаю. Я боюсь, чтобы кто-то не разрушил это все. А дверь, которая у меня есть, это тоже как раз это знаменитые интересные люди оставляют свои автографы. Поэтому я пытался посчитать количество автографов, но это невозможно. Потому что пытаюсь и сбиваюсь. Я когда смотрю на автограф, я могу вспомнить, когда это было, кто это был. Я не представляю, чтобы Иван Акимович уехал на длительное время куда-то в отпуск или творческую командировку, а мастерская как бы не функционировала в прежнем режиме. Такой эффект его присутствия всегда. Либо в мастерских, на скульптурном комбинате, либо в своей мастерской, либо у нас в академии. Он ведь выступает у нас регулярно председателем Государственной экзаменационной комиссии. И скажу, что это тоже явление, потому что он желает видеть ход работы над дипломной работой задолго до того, как она будет представлена Государственной комиссией. В Слониме я почетный гражданин, и там сотрудники музея говорят: Иван Акимович, я же много подарил туда. Они говорят: красный шарф нужен, потому что миско без красного шарфика – это не миско. Я сказал: хорошо. Нет, так хороший шарфик подари, не слишком ношенный. Вот обожаю, а почему, ну кто его знает, вот люблю этот цвет. Я сейчас у Олега Новицкого выпрашиваю кепочку. Я говорю: Олег Викторович, ты мне подари кепочку. Он все обещает, но никак не привезет это, потому что тоже уникально. А я хочу на этой кепочке, я хочу ту кепочку, когда он возвращался с космоса, такая голубенькая, и чтобы она оставила автограф. У меня много очень таких деталей есть, где мне космонавты подарили. Як у народі кажуть, що на море, на воду можна довго глядіти, і на огонь, як дрова горять. Так я кажу, я сотню разів був в этой майстерні, і сидиш, і все одно нечто таке знаходиш для себе. Ну, кольки я там разів бачив, це великий бюст Климука. Ну, що ж здається, я і там у Бресті бачив його, вже на постаменті там. А все одно нечто глядиш, тягне і так поглядіть, і так не, тому що, значить, це внутрішній світ художника, і він все-таки його, енергія його, вона виходить през його бюсты. Я верю в инопланетян. Я верю, что где-то есть еще такие острова, что такой земной шар, что где-то есть. Но мы будем ждать. Дай Бог, кто-то дождется. И я верю, что когда-то произойдет такая стыковка, что
что наши космонавты, наши земляне встретятся с инопланетянами. Вот я мечтаю и думаю сделать такую скульптурную композицию. Встреча с инопланетянами. Я до конца своей жизни буду предан и оставаться вот этой теме. Я не смогу изменить.